Пространство любви. После продажи первого тиража книжки об Анастасии мне выплатили авторский гонорар. Я поехал на ВДНХ. Теперь Всесоюзный выставочный центр ВВЦ. Почему-то я любил бывать там. В этот раз я шел вдоль множества закусочных и открытых шашлычных, манящих вкусными запахами, и боролся с желанием накупить всей этой вкуснятины. Хоть и были в моем кармане деньги, и немалые, я решил расходовать их экономнее, и вдруг произошло невероятное. Негромко, но абсолютно отчетливо прозвучал голос Анастасии. «Купи себе поесть, Владимир. Что захочешь, купи. Теперь тебе не нужно так сильно ограничиваться в питании». Я прошел еще несколько шагов мимо открытых закусочных, и снова голос. «Что же ты проходишь? Поешь, пожалуйста, Владимир». «Надо же, какое наваждение!» – подумал я. Отошел к скамейке на аллее, подальше от людей, сел и тихо прошептал, наклонившись, чтоб не подумали, будто сам с собой разговариваю. «Анастасия, неужели я слышу твой голос?» В ответ услышал тут же четко и ясно. «Ты слышишь мой голос, Владимир?» «Здравствуй, Анастасия. Почему же раньше ты не говорила со мной? Столько вопросов накопилось. Читатели на встречах задают вопросы, а я на многие ответить не могу». «Я говорила, все время говорить старалась с тобой, но ты не слышишь меня. Однажды, когда ты решил покончить с собой, я даже закричала от волнения. Не помогло. Ты не слышал меня. Потом догадалась, запела эту песню, и заиграли на скрипках две девушки в метро. Они услышали ее и заиграли. Ты, как мелодию, услышал той песни, что в тайге тебе пела, вспомнил обо мне. Я так волновалась тогда, чуть молоко не пропало». «Какое молоко, Анастасия?» «Понятно, какое. Грудное молоко. Молоко для нашего сына. Я ведь родила его, Владимир». «Родила? Анастасия, тебе трудно? Как же ты там одна с ребенком в тайге? Как он?» «Ты говорила, я помню, ты говорила, только не вовремя это будет». «Все хорошо, природа проснулась раньше, теперь мне помогает, и сыну нашему хорошо. Он крепыш, улыбается уже, только кожа у него немножечко сухая, как у тебя, но это ничего, пройдет, все будет хорошо, вот увидишь, тебе труднее сейчас, чем нам. Но сделай еще шаг, допиши. Я знаю, как трудно тебе было, и дальше еще придется нелегко. Но ты иди путем своим». «Да, Анастасия». Я хотела рассказать ей, что писать книжку труднее, чем заниматься бизнесом. Про ситуацию в своей семье и с фирмой хотела рассказать. Вообще про все перипетии последнего года. И что дома, и семьи у меня теперь нет, как в дурдом чуть не попал. Про мечту ее хотел так высказаться, чтоб больше не заманивала своими мечтами людей. Но подумал, зачем расстраивать кормящую мать, молоко у нее может пропасть. И сказал ей: «Да ты не беспокойся по пустякам, Анастасия. Никаких трудностей особенных у меня нет. Подумаешь, книжку написал. Да, это полегче, чем бизнес-план составить. Когда бизнес-план составляешь,
очень много нужно разных нюансов заранее предвидеть. А тут сиди себе, да описывай то, что уже произошло. Как в анекдоте про Щукчу. Что вижу, то и пою. Еще, ты знаешь, Анастасия, казавшиеся лишь фантазией, твои мечты сбываются. Невероятно это, они сбываются. Вот и книга написана. Ты помечтала о ней, и теперь она существует. Ее действительно считают люди с интересом. Они теперь и в газетах столичных пишут стихи о тебе, о природе, о России сочиняют читателей. Я картину нашел в хранилищах Троице-Сергиевой лавры, о которой мы с тобой говорили. Картина сохранилась, называется «Единой, единою». Опубликую ее и, представляешь, барды. Ты помнишь, о бардах мне говорила? Да, я помню, Владимир. Так надо же, и это тоже начинает сбываться. На одной читательской конференции ко мне подошел русоволосый мужчина, протянул аудиокассету и коротко по-военному сказал: «Песни для Анастасии. Прошу, примите». Эту кассету прослушали в молчании приехавшие на конференцию журналисты, читатели, сотрудники Московского исследовательского центра Александр Солнцев и Александр Закотский. Потом ее стали переписывать разные люди. Переписывать и разыскивать русоволосого мужчину небольшого роста, внешне непримечательного, как-то неожиданно появившегося и также неожиданно ушедшего. Им оказался офицер-подводник из Санкт-Петербурга, ученый Александр Каратынский. Он мне рассказал потом, как поднялась их терпящая аварию подводная лодка, как уверенно вела его цепь случайностей вместе с этой врученной мне кассетой. Вела, чтобы вручить ее. Александр Каратынский оказался еще и бардом, а в его песне «Храм» звучат целые фразы, сказанные тобой. Вот эти, помнишь? Не верь чужим словам. Коль скажут, все пройдет. Из тех, кто видит храм, не всяк в него войдет. Пусть наша жизнь, как бег по разным этажам, но каждый человек свой выбор сделал сам. И еще у Каратынского нет голоса певца, почти речитативом поет, но именно это и подтвердило твои слова о силе слов, связанных невидимыми ниточками с душой. Бард Каратынский реально показал это. За светлую радость, которую несешь ты людям, за ощущение душ спасибо тебе, Бард, спасибо, сказала Анастасия. Ты представляешь, снова офицер, и грудь офицер, он книжку первую напечатал, и бомж-полковник картинку к ней нарисовал, и летчик, командир полка, продавать помогал книжки. Теперь вот песни первым тоже офицер принес. И что это твой луч так души офицеров зажигает? На них ты светишь больше, чем на других? Ко многим прикасался луч, но загораются лишь там стремления, где есть чему гореть. Твоя мечта, Анастасия, все же воплощается в реальности. Люди ее подхватывают, понимают, и бомж-полковник понял. Я познакомился с ним случайно. Жалко его, погиб он. Я видел, как он мертвым лежал.
лицо все в земле испачкано, но улыбался. Мертвый, а улыбался. Это ты что-то сделала своим лучом? Что означает, когда с улыбкой умирает человек? Тот человек, что был с тобой, он сейчас с Бардом. На тропе невидимой от пуль, что пострашней свинцовых, его улыбка многие спасет сердца. Твоя мечта, Анастасия, входит в наш мир, и он словно начинает меняться. Люди некоторые чувствуют тебя, понимают, силы откуда-то в них появляются, они и меняют. Мир чуть лучше становится, но ты по-прежнему там, в тайге, на своей полянке. Я не смогу жить в таких условиях, как ты живешь, и ты не сможешь жить в нашем мире. Зачем тогда нужна твоя любовь? Бессмысленна твоя любовь, и я до сих пор не пойму своего отношения к тебе. А зачем понимать, когда и так ясно, мы никогда не будем вместе, рядом? Мы вместе, Владимир, рядом. Вместе? Где же ты, когда любят, стремятся быть всегда рядом, обнять, приласкать? Ты слишком необычна, тебе этого не нужно. Мне это нужно, как и всем, и я это делаю. Ну как? Вот сейчас, разве ты не чувствуешь ласковое прикосновение ветерка, его ласковое объятие и солнечного лучика прикосновение теплое, как поют для тебя радостно птицы и шелестит листва на дереве, под которым ты сидишь. Прислушайся, ведь это необычный шелест. Но это все, что ты назвала, для всех. И разве это все ты? Любовь, растворенная в пространстве для одного, может прикоснуться к душам многих. Зачем любовь растворять в пространстве? Чтобы рядом с любимым всегда было пространство любви. В этом суть любви, ее предназначение. Непонятно как-то все это. И голос твой раньше не слышал на расстоянии, теперь слышу. Почему? На расстоянии не голос звучит, не ушами, а сердцем слышать нужно. Ты научись сердцем. Зачем учиться? Ты говори всегда, как сейчас, голосом. Всегда не смогу. Но ведь сейчас говоришь, я же слышу. Дедушка сейчас помогает нам. Ты с ним поговори. Мне идти нужно, кормить нашего сына и других дел множество. Так хочется успеть все. У дедушки, значит, получается, у тебя нет. Почему? Потому что дедушка где-то рядом сейчас, совсем рядом с тобой. Где? Благодарю вас за чтение, матушка моя любимая. Чудесных вам снов. Вам тоже чудесных, волшебных, творческих, сказочных, но радостных улыбок. Мечтай, о чем хочешь, и пусть все сбудется на радость. И завтра у нас прекрасный день, радостный, солнечный, волшебный. Благодарю. Благодарю. Спокойных снов всем людям на земле. Для сегодняшнего утреннего напитка мы взяли мокрицу, шпинатик, перец. Взяли и
тыкву. Сегодня тыквенный, зеленый, золотой напиток. Вот тыквочки здесь росли. И растут еще. И моя любовь пусть наполнится любовью. Вот. Наши сердца, тело вся и душа. Сын мой, только в любви пространстве ты будешь вечно жить, сказал Отец-Творец в книге «Сотворение» Владимира Мегре. Ну что, блендерсик? Бжж! Ты молодец у нас. Самые большие богатства наши, жизнетворящие, жизнь дарящие, любвеобильные. Вот. Вот какое золото. Жидкое золото. Мы самые богатые вот. Сегодняшний утренний напиток волшебный, солнечный, готов. Потанцуем и поем, радость, радость всем даем. Потанцуем и поем, радость, радость всем даем. Ля-л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 я. Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю, я люблю, я люблю. Туру-турун-дурун-дарам. Волшебного напитка питья. Ух! И дня чудесного. Всем, всей земле, вся вселенная пусть радуется, глядя на нас. Да?